На правительственный законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство в профильный комитет Госдумы поступили отзывы уже из 77 регионов, сообщает Интерфакс. Отзывы положительные, но содержат предложения для поправок. Напомним, законопроект об увеличении трудоспособного возраста уже поступил в Госдуму. Пенсионная система России построена по принципу солидарности поколений. Поколение трудоспособного возраста зарабатывают на пенсии поколению пенсионного возраста. Учитывая, что сегодня в России на 6 работающих приходится 5 пенсионеров, при этом количество последних растет, необходимость внесения изменений, как отмечают эксперты, назрела давно. По мнению экс-председателя Сосногорского избиркома, а ныне активной общественницы Валентины Маланиной, она продиктована временем и отражает демографические реалии 21 века. Человек, которому за 60, по ее мнению, не такой, как в прошлом веке. Он активен, не сидит на месте. Надо признать, что и условия для долголетия существенно улучшились. Ну, я считаю так, что жизнь не стоит на месте. Многие пенсионеры работают сейчас, в данный момент. Хоть и на пенсию 50 лет уходят, например, вот женщины, также и мужчины. Они все работают. У современного человека есть все возможное, что вот этого достичь, пенсионного возраста. И он может работать. Раньше было труднее жить. Сейчас у нас открыты спортзалы очень много, бассейн Сосногорский, например. Вот, спортивные комплексы много открыты, медицина у нас сейчас хорошая. Отметим, законопроект предусматривает очень плавный переходный период продления трудоспособного возраста. Кроме того, право досрочного выхода на пенсию сохранится у работников в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при наличии необходимого северного стажа. Женщины, родившие 2 и более детей, при наличии северного стажа выйдут на пенсию в 50 лет. Законопроект сохраняет также привилегии медикам, педагогам, творческим работникам, оленеводам, промысловикам, рыбакам, а также работающим во вредных и тяжелых условиях. В настоящее время обсуждение основных положений законопроекта продолжается. Мы узнали у жителей Коми, какие, по их мнению, условия выхода на пенсию важно обязательно сохранить. Например, для шахтеров ранний уход, для врачей, для учителей, которые в сельских поселениях. Естественно, это надо все оставить. Жизнь-то лучше не становится на севере. Ясно. Я думаю, что это надо учитывать обязательно. Оставить так, как есть, чтобы не хуже было, по крайней мере. Но именно для северян? Для северян. А для остальных, я считаю, что реформа правильная. Надо повышать пенсионный возраст. Это уже давно назрел. Для северян, конечно, было бы неплохо сохранить те 5 лет, которые сокращают потихоньку, но желательно. Уже завтра депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в первом чтении. Напомним, нынешний его вариант не финальные, обсуждения продолжаются.